Бисмиллахир рахманир рахим, вассалату вассаляму аля расулиллах ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Амма ба'д. Уважаемые зрители, мы продолжаем наши уроки. И сегодняшняя наша тема 84-я сура Священного Корана, сура Аль-Иншикак. Сура состоит из 25 аятов. Итак, мы начинаем. Первый аят. «Иза сама'ун шаккат». «Иза» — ясное и четкое произношение огласовки кесра с хамзой и. «Иза» — межзубное произношение «да». С огласовки фатха переходим на удвоенную букву син. «Изас», «сама». Здесь удлинение в размере 4 огласовок. «Изас самау». С огласовки дамма мы переходим на мягкое ихфа. «Изас самаун шаккат». Каф удваиваем и на та останавливаемся. Так как звук та фрикативный, шаккат, вот этот звук завершающий, шаккат, должно быть слышимо. Итак, таким образом, первый аят. «Иза самаун шаккат». Второй аят. «Ва азинат ли раббиха ва хуккат». «Ва азинат». Четкое, ясное произношение. «Азинат». «Ли-ра». «Ли-раббиха». Здесь буква «б» удваиваем, немножко давлением. «Ли-раббиха». Нужно обратить внимание, что огласовка кесра за звуком «ля» была слышна. «Ли-раббиха». «Ли-раббиха». Удлинение в размере 2 огласовок. Фатха удлиняем. «Ва хуккат». Обратите внимание, чтобы звук «ха» полноценным образом произносилось. «Хуккат». Удвоение «каф» и «та». Точно так же, как и в первом аяте, чтобы «та» с остановкой, с сукуном произносилось и слышно было. И таким образом, второй аят. «Ва-азинат ли раббиха ва хуккат». Третий аят. «Ва-иза л-арду муддат». «Ва-иза». Согласовки фатха уходим на лям. «Ва-иза л-арду». Хамза всегда у нас мягкая. «Ар-ра», «да» твердый. Итак, «Ва-иза л-арду». «Ва-иза л-арду муддат». «Муддат». «Да» удваиваем, «даль» удваиваем. И «та» остановка, как и предыдущим аятам, в аятах с сукуном, со свойством фрикативность, чтобы фрикативность была слышна. И таким образом, третий аят. «Ва-иза л-арду муддат». Переходим на четвертый аят. Вот остановки со звуком «та» отличительная черта первых аятов этой суры. «Ва-алкат ма фиха ва-тахаллат». «Ва-алкат». Обратите внимание. «Ма». Долгота в размере 2 огласовок. Фатху удлиняем. «Фиха». Первая долгота кесра в размере 2 огласовок, а потом фатха в размере 2 огласовок. «Ма фиха ва-та». Обратите внимание, здесь «та» мягкая и «лям» мягкая, а «ха» твердый звук. «Тахаллат». «Ва-тахаллат». «Лям» удваиваем, звук «лям» с удвоением. И «та» точно так же, как и в предыдущих аятах. И таким образом «Ва-алкат ма фиха ва-тахаллат». Пятый аят. «Ва-азинат ли раббиха ва-хуккат». «Ва-азинат». Обращаем внимание. Ли раббиха. Долгота в размере 2 огласовок фатхи. Ли раббиха ва-хуккат. Обращаем внимание на хуккат. Удвоение каф и та остановка. Пятый аят. «Ва-азинат ли раббиха ва хуккат». Шестой аят. Обратите внимание.
Я айюхал инсану иннака кадихун иля раббика кадхан фамулаки. Я, долгота здесь 4 раза, удлинение в размере, фатха удлиняем. Я айюха. После долготы обращайте внимание, чтобы хамза произносилась четко, ясно, с огласовкой фатха. Я айюха. Удваиваем, а с огласовки фатха над ха уходим на лям. Айюхаль инсану. Четкое произношение кясру и ихфа, сокрытие в размере 2 огласовок, мягкое. Почему? Потому что син у нас мягкий звук. А здесь долгота в размере 2 огласовок, фатху удлиняем. И таким образом, я айюхаль инсану иннака. Кясра, четкое произношение. Удержание назализации в размере 2 огласовок. Иннака кадихун. Четкое, ясное произношение танвина, потому что здесь правило изгар, ясность. Иля. Долгота в размере 2 огласовок. Фатху удлиняем. Раббика. Раббика. Удваиваем ба, уходим. Каде. Здесь у нас калкала. Каде. Кадеха. Кадеха. Кадехан. Обратите внимание, чтобы ха, звук ха, гортанный звук, полноценным образом произносилось, и после которой у нас ихфа, мягкий ихфа в размере 2 огласовок, ихфа в размере 2 огласовок удерживаем назализацию. Кадхан фамулаки. Здесь у нас долгота в размере 2 огласовок. Фатху удлиняем. Фамулаки. Здесь у нас при остановке аннулируется огласовка кясра, уходит в сукун, и у нас появляется долгота в размере 2 или 4 или 6. Давайте сегодня будем применять долготу в размере 4 огласовок. И получится, это первая долгота у нас, которая в этом предыдущих аятах отсутствовала, но здесь у нас присутствует. И этот стандарт для нас будет ориентиром для дальнейших удлинений. Фамуляки. А аят полноценным образом будет звучать таким образом, с применением всех правил 4 и 4 здесь. Я айюхаль инсану иннака кадихун иля раббика кадхан фамулаки. 7 аят. فأما من أوتي كتابه بيمينه. فأما. Ясное произношение огласовки фатха с хамзой. Удержание назализации в размере 2 огласовок, мим, назализация, после которой удлинение в размере 2 огласовок фат. Итак. فأما من. فأما من у. Мен у. Нужно обращать внимание, чтобы звук нун не произносилось калкаля. Мене утия. Нет. Мен у. Утия. Здесь долгота у нас в размере 2 огласовок даммы. Утия. Кита. Долгота в размере 2 огласовок фатха. Китабаху. Здесь, естественно, долгота в размере 2 огласовок даммы удлиняем. Вот она. Китабаху. Ми. Долгота в размере 2 огласовок кяср. Ми. Здесь у нас малая слитная долгота аннулируется. Кясра аннулируется и переходит в сукун. И таким образом биямини. Аят полностью. فأما من أوتي كتابه بيمينه. 8 аят. فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فسوف юха. Обращайте внимание, чтобы гортанный звук ха полноценным образом, чтобы произнесли. Итак, юха, после которой долгота в размере 2 огласовок,
Юхасабу. Хи. Касра. Хиса. Долгота в размере двух огласовок фатха. Хисабай. А здесь у нас ассимиляция с частичной назализацией. Идрам бигуна накуса. Хисабайя. И удерживаем в размере двух огласовок. Хисабайяси. Долгота в размере двух огласовок. Ясира. Здесь аннулируется танвин, остается удлинение в размере двух огласовок. Ясира. Таким образом, фасауфа юхасабу хисабай ясира. 9 аят. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Здесь у нас сокрытие твердое сокрытие, потому что каф, а сокрытие подчиняйте после идущему звуку, а каф у нас твердый звук, и удерживаем 2 раза с твердым произношением. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ. Здесь у нас долгота в размере 4 огласовок удлиняем. Иля ахлихи. Обратите внимание, 2 гортанных звука ха, ахлихи. Здесь долгота в размере 2 огласовок мы удлиняем кясру. Масрура. Долгота звука даммы, огласовка даммы в размере 2 огласовок. При остановке танвин аннулируется, и долгота в размере 2 огласовок. И таким образом, وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Переходим на 10 аят. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. وَأَمَّا. Удерживаем назализацию в размере 2 огласовок, после которой долгота в размере 2 огласовок фатх удлиняем. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ. Долгота в размере 2 огласовок дамму удлиняем. Утия кита. Долгота в размере 2 огласовок фатха. Китабаху. Долгота в размере 2 огласовок даммы. Вот она. Малое слитное удлинение. Китабаху вара'а. Долгота в размере 4 огласовок фатх удлиняем. Вара'а захри. Нужно обратить внимание, чтобы тяжесть произношения звука за не поглощала четкое и ясное произношение фатхи. За, ри, касра, ра, мягкий звук, ха. При остановке аннулируется огласовка касра, аннулируется слитное удлинение и переходит в сукун. И таким образом за, ри. 10 аят. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. Еще один момент, нужно обращать внимание, чтобы хамза произносилась мягче. 11 аят. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. فَسَوْفَ يَدْ. Здесь правил таковых нету, просто четкое мягкое произношение. فَسَوْفَ يَدْ. Здесь у нас калкаля. Яд'у. Долгота в размере 2 огласовок даммы. Субура. Долгота в размере 2 огласовок даммы. И при остановке аннулируется танвин, остается 2 счета долгота. Субура. Итак, фасауфа яд'у субура. 12 аят. Ваясла саира. Обратите внимание, сад у нас твердый звук, а впереди стоит я. Нет. Ясла. Мягкий, твердый, мягкий. Ясла. Нет. Ясла. Нет. Ясла. Я мягкий, сад твердый, лям мягкий. Обратите на это внимание. Ваясла саира. Сад у нас звук, твердый звук, со свойством свист, и поэтому нужно договаривать. Ясла. Ля мягкий звук, удлинение в размере 2 огласовок фатха. Ясла.
وَيَصْلَى سَعِي. Здесь у нас долгота в размере двух огласовок. Кеср удлиняем. Са'ира. Танвин аннулируется и два счета удлиняем. Са'ира. وَيَصْلَى سَعِيرًا. 13 аят. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Четкое произношение кесры. Удержание назализации в размере двух огласовок нуна. Долгота в размере два счета даммы. Иннаху кана. Долгота в размере двух огласовок фатхи. Фи. Долгота в размере четырех огласовок кесру удлиняем. Ахлихи. Ахлихи. Долгота в размере двух огласовок кесру удлиняем. Ахлихи. Масрура. Масрура. Син со свойством свист, и поэтому договариваем. Масрура. Долгота в размере двух огласовок дамму удлиняем. И при остановке танвин аннулируется, и два счета удлиняем фатху надра. И таким образом иннаху кана фи ахлихи масрура. 14 аят. Иннаху занна аллай яхур. Иннаху. Четкое произношение кесры. Удержание в размере двух огласовок нун с фатхой. Долгота в размере двух огласовок даммы. Естественное слитное удлинение. Иннаху занна. Одна из самых распространенных ошибок — это когда нун, подчиняя твердому произношению зан, и читают тверже. Итак, занна, что является ошибкой. И с твердого произношения за нужно уходить на мягкое произношение нун. Занна. Удержание в размере двух огласовок, и нужно обратить внимание, чтобы она произносилась мягче. Занна аллай. Здесь у нас идгам без назализации. Аллай. Первый идгам без назализации, а вторая с частичной назализацией. Итак, аллай яхур. Здесь переходим сразу, а здесь удержание в размере двух огласовок. Яхур. Долгота в размере двух огласовок. Мы удлиняем дамму. И при остановке ра аннулируется фатха, уходит в сукун, и произносим иннаху занна аллай яхур. Обратите внимание на четкое произношение ха. Переходим на 15 аят. Бала инна раббаху кана бихи басира. Бала. В размере четырех огласовок удлиняем фатху. Инна. Удержание назализации, два счета нуна. Раббаху. Долгота в размере два счета даммы. Кана. Долгота в размере двух огласовок фатха. Кана бихи. Долгота в размере двух огласовок кесры. Ба. Мягкое произношение. Си. Долгота в размере двух огласовок кесра. И при остановке аннулируется танвин, и два счета удлиняем. И таким образом бала инна раббаху кана бихи басира. Здесь нужно обращать внимание, чтобы басира не было, потому что сад, чтобы не влиял на мягкое произношение ба. 16 аят. Фала уqsimu бишшафак. Фала. 4 раза удлиняем фатху. Фала у каф. Здесь калкала. Уко. Симу. Биш шафак. Согласовки кесра уходим на шин. Удваиваем. И при остановке каф, огласовка каф, кесра аннулируется и переходит в секунд. И применяем правило калкала. Бишшафака. Здесь надо удержать шин, потому что со свойством тафаши, это единственное свойство, отличающее от других у этого звука шина. Итак, фала уqsimu бишшафака. Уходим на 17 аят. Валлайли вама васака.
Валлейли. Если от голосовки фатха уходим на удвоенный лям. Валлейли вама. Долгота в размере двух огласовок фатха. Васако. При остановке фатха аннулируется. Каф сукун переходит. И каф с правилом калькаля. Валлейли вама васако. 18 аят. Валь-камари иза тасако. Валь-камар. Согласовки фатха уходим на лям. Камари. Нет. Камари. Мим мягкий звук. Валь-камари. Каф твердый. Камари. Иза. Согласовки, обратите внимание, согласовки фатха уходим на удвоенный та. Иза та. Иза та. Иза тасако. При остановке фатха аннулируется, переходит в сукун и применяем правило калькаля. Валь-камари иза тасако. 19 аят. Ла таркабунна табакан ан табако. Ла тар. Ра. Здесь у нас твердое произношение, потому что с сукуном ра и впереди стоит фатха, она твердая. Ла таркабу. Нет. Ла та. Ла тарке. Ла таркабунна. Назализация, удержание в размере двух огласовок. Табакан. Твердое. Мягкое, твердое. Табакан. Табакан. Здесь у нас правило ясность и назализации никакого нету. Табакан ан. А после которой идет твердое ихфа в размере двух огласовок. Ан табако. Мягкое, твердое. Прошу прощения, твердое, мягкое, твердое. При остановке танвин аннулируется, переходит в сукун и применяем правило калькаля. И таким образом, 19 аят. Ла таркабунна табакан ан табако. 20 аят, обратите внимание. Фама лахум ла ю'минун. Мы с вами договорились применять 4 раза, и поэтому тянем 4. Фама лахум ла ю'минун. Фама. Долгота в размере двух огласовок фатху удлиняем. Лахум. Без назализации. То есть лахум. Нет. Лахум. Ла. Долгота в размере двух огласовок фатху удлиняем. Ю'минун. При остановке нун, над нуном сукун, фатха переходит в сукун. И долгота здесь, как мы уже выбрали, 4 огласовки удлиняем дамму, огласовку дамма. И так получается у нас فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. 21 аят. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. وَإِذَا. Долгота в размере двух огласовок фатху меняем. قُرِئَ. Обратите внимание здесь. Хамза и айн. Гортанные звуки. И нужно обращать внимание, что четко было произношение. وَإِذَا قُرِئَ. قُرِئَ. قُرِئَ عَلَيْهِمُ. عَلَيْهِمُ. Согласовки дамма уходим на сукун, лям сукуном. قُرِئَ عَلَيْهِمُ. Кур. Ра твердый. Кур'ану. Долгота в размере двух огласовок. Фатха. Ла. Долгота в размере двух огласовок. Фатха. Ла. Ясджудун. Обратите внимание, если после син идет джим, нужно четко, ясно произносить, во-первых, син с удержанием и свойство свист до конца должно произноситься. Потом джим четко с присущими ему звуками джу. Ясджудун. Чтобы не переходило, во-первых, ясджудун на ж или на звуки ясджудун на заль или даль не переходило. Ясджудун. Здесь у нас долгота сукун переходит, фатха переходит в сукун, во-первых, и долгота в размере 4 огласовок дамма, как мы уже выбрали. И таким образом وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. 22 аят.
Балилладзина кафару юкадзибун. Бали. Согласовки кесра уходим на удвоенный лям. Балилладзина. Здесь у нас долгота в размере двух огласовок, удлиняем кесру. Балилладзина кафару. Кафару. Кафару, кафару. Нет. Кафа. Мягкие звуки. Ру твердые. Кафару. Долгота в размере двух огласовок даммы. Юкадзибун. Удваиваем заль и межзубная она. И при остановке фатха уходит в сукун. И долгота в размере 4 огласовок даммы. И таким образом. Балилладзина кафару юкадзибун. 23 аят. Валлаху а'ламу бима ю'ун. Валлаху. Согласовки фатха уходим на лям. И здесь у нас долгота, как мы в предыдущих уроках говорили, в размере двух огласовок лям тянем. Валлаху. Здесь у нас долгота фатха в размере двух огласовок. Валлаху а'ламу. А'ламу. Четкое произношение, мягкое, все звуки мягкие. А'ламу бима. Долгота в размере двух огласовок фатха. Ю'ун. Ю. В размере двух огласовок дамму удлиняем. Ю'ун. 4 раза. Здесь при остановке фатха аннулируется в сукун. И долгота в размере 4 огласовок дамму удлиняем. И таким образом 23 аят. Валлаху а'ламу бима ю'ун. 24 аят. Фабашширхум би'адабин алим. Фабаш. Удвоение шин. Фабашширхум. Здесь у нас назализация в размере двух огласовок. Удерживаем. Фабашширхум би'ада. Би'ада. Долгота в размере двух огласовок фатху удлиняем. Би'адабин. Четкое ясное произношение танвина. Би'адабин алим. При остановке танвин аннулируется, переходит в сукун, и долгота в размере 4 огласовок кесру удлиняем по нашему выбору на эту суру. 24 аят. Фабашширхум би'адабин алим. И последний аят в этой суре. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Итак, إلا الذين. Четкое произношение кесры. Лям удвоение. После удвоения с ляма уходим на второе удвоение лям. إلا الذين. إلا الذين. Долгота в размере двух огласовок кесру удлиняем. Илля аллазина аману. Долгота в размере двух огласовок фатха. Аману. Долгота в размере двух огласовок даммы. Аману. Ва амилу са. Амилу. Согласовки дамма уходим на удвоенный сад. Амилу са. Амилу са. После удвоения сад долгота в размере двух огласовок фатх. Салихати. Салихати. Обратите внимание, чтобы ха, гортанный звук, полноценным образом произнесли. Салихати. Потом, после произношения ха с фатхой, долгота в размере двух огласовок. Салихати лахум. Аджрун. Калькаля здесь. Аджрун. Потом у нас правило ясность. Аджрун. То есть, что такое ясность? Это четкое произношение танвина перед гортанными звуками. Аджрун гайру. Твердое произношение га, чтобы не переходило в звук ха. Аджрун ха. Нет, аджрун га. Га. Гайру.
Мемнун. Здесь обратите, одна из самых распространенных ошибок. Мемнун. Удержание мим с сукуном чрезмерно, который как будто над ней есть удвоенный знак. Нет. Мемнун. Мемнун. При удлинении аннулируется танвин, это часть танвина, аннулируется полностью и переходит в сукун, и долгота в размере 4 огласовок даммы. И таким образом, мемнун. 25-й аят, обратите внимание. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. На этом мы сегодня с вами прощаемся. До новых встреч. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.